Очередная стая лебедей, ребят. И целый день они вот летят и летят сегодня. Вон как высоко. И какое-то ассорти, как это, маленькие птицы там еще. Это гуси, вон смотрите. Не все одинаковые они какие-то. Лебеди с гусями, наверное, летят. О. И целый день сегодня. Да, походу. Лебеди с гусями. Да-да-да. Ассорти такое пролетело. И в числах, вот я первый раз, когда поднимался сюда, ни одного гуся говорил, там ничего. А как в числах 10-го, как начали они лететь, все, пошло-поехало. Двое суток непрерывно летели. Двое суток. Так, и вот сейчас гуси уже сегодня целый день тоже летят. Я чай попил, все, поели. Поели. Собираемся. Дальше пойдем. Вот такой поход у нас, ребят, сегодня. И все, это лебеди уже, если целый день они уже летят, значит это... Да, морозы идут. Ну да ладно, ничего страшного. Будет зима. Будет зима, хорошо. Я, наверное, тоже уже на этой реке последний, кто остался. Буду закрывать охоту на этой реке. Все, закроем, как у нас говорят, на замок закроем эту реку. Так что тоже буду закрывать на замок в этом году. В прошлом году я чуть раньше выехал с этой реки, а в этом году, наверное, я последний. И что еще? Ну, завтра еще будем бродить. Послезавтра я уже буду думать, или плыть, или еще куда я выйду. Не знаю. Завтра точно я еще буду здесь. Так, тут что у нас, река или озеро опять? Зигзагами все идет там. Ты знаешь, куда идти. То натыкаешься на реку, то на озеро. Не поймешь. Да, эта река такой поворот дала. Какая-то постройка была. Избушка, наверное. Или похоже на амбар, что-то там. Туиса. На амбар какой-то. А здесь, наверное, изба была. По пути много чего встречаешь, когда идешь. Здесь, наверное, веранда, там изба. Ну, походу, да, здесь изба, а здесь амбар, наверное, был. Да, стойки, нога. В прошлом году как-то проходил, тоже другое постройка была, это совсем другое. Не понимаю. Везде какие-то избы когда-то строили тут, видимо. Да, и вот, короче, еще постройка. Вот в прошлом году, наверное, я сюда попадал. Сейчас-то я круг сделал вообще ого-го. А в прошлом году где-то вот я тут к речке спустился. Вот тут, наверное, я вышел и к этой постройке. Вон еще, вот что я снимал. Там амбары, сама изба. А здесь, может, это баня. Хрен его знает, короче. Что, но похоже на то, что я в прошлом году я здесь снимал. Ну тут, ну да, вон трак, печка. Вон. Там печка была. Это, ребята, баня. Это, видимо, баня у кого-то была. Баня, там изба, амбар, там ниже река. Все теперь ясно стало. И сейчас, наверное, я попаду уже
на квартальную просеку. Который переходит через речку. Все, тут уже более проясняется все для меня, потому что я сегодня чуть ниже спускался, потому что и там озера совсем другие, новые озера для себя открыл там. На будущее буду знать, где какие озера есть. Вот. Конечно, хреново тоже ходить. Смотрите, вон подсада сколько. В Сибири вот, там в Сибири снимают там горизонт, там горы большие, там на гору поднимешься, там можно заснять там крутые места, вот скажем, красиво. А у нас сплошная тайга. Таких мест, ну, равнина и тайга. Вот. Но тут уже где-то должна быть переход просеки. Только вот не знаю где. Вон какая чаще переросло все, заросло. Или там чуть дальше. Где-то вон там, но она идет. Блин, смотри. Ну, негде пройти. Ну, я нарочно сейчас не выключаю камеру. Просто покажу, по каким местам я сегодня брожу. Ну, целый день. Целый день вот так по таким местам я иду. Одно, скажем, гуща леса, и другое, когда еще, блин, кругом валежники, сваленные деревья. Так и не понял, где. Зачесы какие-то вот я вижу. То. Я даже сам когда-то зачес там ставил, чтобы знать, что там просека. Переход реки там. Снежок начинается. Так. Где-то тут она должна быть. Короче, ребят, я, видимо, не нашел. Но факт, что он здесь где-то. Где-то тут он проходит. О, смотрите, снежок. Где-то зачесы должны быть, но... Ну да ладно, он поворот опять туда-сюда идет река. Вон там где-то вроде как тут она должна быть, жена. Там с зачесами, наверное, уже все деревья свалились. Короче, ладно, пойду я дальше. Погода портится. Вон снежок начинает падать. Сейчас только к тем березам еще схожу. Так. Тут тоже зачесы, но все, короче, сдаюсь. Я не знаю, не помню. Где-то вот тут она проходит. А где именно, не помню. Кто не знает, как найти тропинку выдру, вот она, ребята. О. Он туда идет.
Надеюсь, видно все четко. Вот это выдра. К речке тут выходит. Видимо, с речки поднимается и напрямик идет. Или у него тут озеро где-то рядом, или река такой крутой поворот делает. Вон там уже чисто. Вот можно сейчас идти вот по этой тропинке, вон как видно. Видно. Сюда капкан бах, и он попадает. Это 100% уже и старый такой рабочая тропа ходит. Куда он выйдет, сейчас посмотрим. Вон, видели как? Идет. Идет вон, видели? И на речку выходит. Целый поворот, такой крутой поворот, он напрямик идет. Вот. А тут уже спускается. Он где-то он тут. Здесь хуже видно, вон там, вон она. Вон. Здесь он спускается, видимо. Так, или то. Тут лось прошел. Ага, старый. Ну вот следы у самой выдры. Вон. Где-то он тут спускается. И просека, я перепутал, ребята, просека вот тут проходит. А там ниже я что-то искал, я уже путаюсь. Действительно, вон тут. Тут озеро такое, как скоба, тоже небольшое. Там у меня уже начинаются путики тоже. И по этой просеке я тоже хожу на охоту. Вспоминаю, блин, редко я здесь вот на этом месте хожу и путаюсь, где что проходит. А тут вообще непроходимо опять. Короче, слякоть, погода начинается. Слякоть. Вон зачесы у меня, видимо. Что-то похоже на зачес. И здесь вот проходит. Строго на север идет просека. А тут не найти. Тут все кругом завалено и все уже где-то подальше, если может. Зачеса ничего тут нету. Все перекрещено тут, завалено. Вот это да, тут бурелом, конечно. Да. Но эта просека нам сегодня не нужна. И эта просека проходит именно через Нившеру, через самое село. Вот оно зачес. Раз зачес. И все. Вон второй, наверное, вот где-то вот тут, наверное, он проходит. Вот оттуда сюда. Все, пошли. Нахрен эта просека нам сегодня не надо. Где-то тулан залаял. Где-то поблизости, не вынимаю. О как, видели как? Как пройти, не понимаю даже, блин. Навалило. Не так листы там. 2 раза агав и еще. Шишки падают с деревьев, вон оттуда. А где собака, не знаю. А вон, да, это она с этими балуется она. С клестами, там клесты. Шишки падают. Сейчас еще с другого места посмотрю. Но тут тоже надо идти, блин. Сколько кубов тут навалило. Сухостой. Ни куницы я не вижу. Тула,
Кого лаешь там? Ну да, кресты там. Кресты, потом шишки падают у них. На сухо стоит, что-то там тоже скачут вон. Я думал, что-то посерьезнее. Где идти тут? Даже прохода никакого нету. Щели вообще нету. Там тоже снизу, если возле озера пройти. Ай, блин. Вот это навалило, ребят. Вот и стою и... В общем, нет слов. Даже слова подобрать не могу. Как я пройду здесь? И пути обхода тут нету. Пути обхода тут нету. Лишь только скакать через эти валежники. О, видели? Вот это да. Вот это тут немножко. Ну, вот на их шорох и идет. Лайкнул там 2 раза. Такие места для куницы самое то. Так, главное, чтобы не шлепнуться, блин. Куда я попал? Другого пути у меня нет. Чтобы войти где-то. Опа. О, смотрите, какая стена тут. Где-то метров 150 нам навалило серьезно. И снизу, и сверху бурелом. Вот так. Я вот тоже. Так. Как-нибудь туда спущусь и может возле озера. А здесь нет. Бесполезно. Не пройдешь там. Не пройдешь. Час, наверное, придется идти. Ну да, снизу видно какой-то проход будет. Потому что повалило тут на берег. А там снизу чисто. Опять снежок пошел. Меняется погода. То дождь, то снег. В общем, погода портится потихоньку. Тут мы покидали с Денисом, между прочим, спиннинг. Это видео летнее было. Ни одной подхода, ни одной щуки тут не было. А так здесь щука, ну, 1-2 точно есть. Потому что озеро не маленькое и глубокое. Все, отдохнули немножко. Сейчас попрем дальше. Вот так. Вот такие места приходится преодолевать. Осталось, наверное, 400 метров где-то до избы. Тут остановился. Я поломаю вот эти как его, веточки. Это черная смородина. Вот так поломаю. Кустиков 10. И закину в чайник. Пусть там чайника будет. Он заварится. И такой вид хороший. Вкусный чай будет. Я не такой фанат. Некоторые и как его, в чай кладут у елки там ветки, у пихты. Но лично мне не по вкусу. Мне не нравится. А вот смородина, именно черная смородина, она вкусная. Обалденный вкус получится чай. Вот так. Ну вот. Видно, что здесь она
Блин. Ну, нижняя часть там ил тут затапливает. А верхняя часть, вот новые побеги вот такие. Вон. Вот это я возьму. И сегодня буду кипятить чай. До утра она будет в чайнике. Я прям в чайник закину. И до утра будет в чайнике там париться вообще. И завтра уже будет обалденный вкусный чай. Блин, не ломается. Вот так. Хреново ломается. Так, ну, в принципе, хватит. Это вкус точно даст. Вон. Бывают так места, когда хожу, попадаю вот в такие кустарники, где вот эти смородина черная. И прям такой по тайге такой вкус идет. Да, обалденный вкус. Вот так. Не везде она растет тоже. Все, она, в принципе, хватит. Не знаю, от чего это полезно. Многие не знают и болтают. Всякое буду рассказывать там. То полезно от этого. Откуда мы знаем, от чего это полезно? А в интернете много чего там пишут тоже. Обалдеть. Вот еще кустарник тоже. Вот это хорошо сломалось. И это нормально. Новые побеги вот. Ну, кустарник растет. Да. Немножко такой, даже привкус такой мяты немножко отдает. Привкусу мяты. Что-то два в одном получается. Вот так. О, Айда встречает нас. Да. Она не прогульщица. У нее выходной сегодня. Завтра целый день искать будет. Побродим еще. Да. Вот так прогулка сегодня у нас. Погуляли на славу. Пошли по этой тропинке. Вон там. Пришли вот здесь. Такой кружок сделал. Ух, не маленький. Сегодня тоже кружок сделали. Хорошо. Так, надо вырыть еще яму. Ой, этот канаву тут. В первую очередь. Вот у Лана аппетит проявился. Да, сейчас я отпущу тебя, Айда, будешь гулять. А то она в будку как залезет сейчас все. Туда его не выгонишь. Туда его не выгонишь. По пути, короче, я шлепнул одного рябчика. Ну, снимать не стал уже. Сегодня, наверное, суп сварю с этого рябчика. Немножко так низом пуля прошла там чуть-чуть. Ну, порвало. Сейчас я еще положу вам. Каша целая кастрюля еще у нас сварена. Сейчас надо раздеться в первую очередь. Вон она, целая кастрюля. Вот так. Ну все, будем отдыхать, наверное. Или на рыбалку еще, может, съезжу. Потому что время позволяет. Что-то я быстро прошагал 2 часа только. Я обычно 4 возвращаюсь. Нормально. Самое то. Сейчас покушаю и, наверное, на рыбалку. Еще сети проверю по-быстрому.
немножко подзарядил аккумулятор. Блин, не вовремя подсел. Как сказать, я стрелял и выключился. Короче, еще пару выстрелов сделал. И, сейчас результат покажу вообще, как летит пуля. 50 метров. Разницы я не вижу, что 50, что 100. Там одним прицелом надо прицеливаться. Пуля одинаково летит. Короче, так. Это я палочку сюда вставляю. Вон она. Вот, короче, куча. Это так бьет карабин Лось. 50 метров. И со 100 метров это, думаю, то же самое. Сколько я сделал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 попаданий. По сторонам ни одного промаха. Это я дернул, наверное, короче, полуоблачкой я так сюда пришла пуля. Вторая полуоблачка, вон она гладко так зашла. Вон, гладко, все четко зашла. И остальные обычные патроны. Немножко выше летит пуля. Вот эти я уже вот как-то вот сюда, наверное, прицеливался, вот сюда уже попали. 5 миллиметров, наверное, 5 сантиметров, 1,5 сантиметра разница. Вон. Главное, чтобы руки не тряслись. У меня руки еще трясутся, блин. И, думаю, куда лучше. Нормально бьет, отличный карабин. Нет слов вообще, вот так. Как мелкашка. Все заснять, чтобы вот сюда камеру, туда камеру, это у меня не получится. А я не обманываю. Дистанция от избушки 50 метров. Где-то шагов 55, но 50 метров, 100% 50 метров. Вон полено. Я с того полена бахал вон. На то полено я ставил ружье. Сперва начинал сбоку с избы, но прицеливаться вообще и ружье там, блин, шатается. А на полено уже ставишь ружье как-то более четко. Все. Я пока доволен. Вообще идеальный результат. Разницы пули я не вижу, что Тула, что остальными, как и всеядный карабин Лось. Похрен ему тем стрелять. Лишь бы патрон был. Вот и все. Тут с мелкашкой я бил. Здесь мелкашкой я стрелял. Здесь гладкоствольными пулями вон. Это позапрошлом году, наверное. Даже вон пыжи у меня тут торчат. Вот такой тир небольшой. Все, я рад. Больше, наверное, здесь уже показывать нечего. Вот результат карабина Лось, стрельба. А когда ты стреляешь кого-нибудь и не попадаешь, это уже человеческая вина. Или дернул, или глаза закрыл. Я один раз даже заметил, как, когда тоже не только вот здесь я стреляю, и возле села там стрелял тоже. От села отъезжали, когда там тоже стреляю, и я сам себя поймал, что я глаза закрывал. Нажимаю на страх, вот звука громкого или автоматом так получалось. Это бывало. Вот так. Немножко подзарядил, хоть показал, поснимали. А то, блин, стрелял и туда подошел, начал болтать и все. Вот отсюда, вот отсюда и оттуда стрелял. 50 метров разница. Да, не разница, а расстояние. Вы видели, как руку шатается? И также, когда прицеливаешься, вот так же и шатается. Вот, дико одинаково. Вот так. Вроде и держишь ровно. А там доли какие-то микро. И все. Опять зарядка. Надо опять поставить на зарядку. Вообще, пусть заряжается. А я на рыбалку побегу. Побегу на рыбалку. Вот такой патрон, в общем. Стреляю барнаульским. Все, заряжаю.